я сам вот помню, что в Москве не было конгресс татар, только в Казани было, они приезжали сюда, но теперь уже есть и в Москве конгресс татар, и вот представитель у нас Андрей сейчас расскажет об этой организации. Добрый вечер, друзья! Знаю, что взрослые здесь не формат, поэтому отниму ваше внимание ненадолго. Первое. В Москве сейчас формируется конгресс татар Москвы и Московской области. Мы берем весь столичный регион. Более того, это будет не просто конгресс татар, а татар и тюркских народов. Наверняка вы знаете, что это достаточно большое представительство. К тюркским народам относятся и казахи, азербайджанцы, тувинцы, якуты, нагайцы, кумыки и так далее, которых не так мало в московском регионе. Цель всех нас, объединяющихся, да, под сенью конгресса татар, это решение вопросов национального развития. Легко быть татарином в татарской деревне. Все говорят на татарском языке, поют свои песни и соблюдают свои традиции. Другой вопрос — сохранить свое национальное лицо и свой культурный код в таком огромном мегаполисе, как Москва. Порой даже времени не хватает, чтобы смс-ки прочитать, которые за день пришли. Не то чтобы книги на родном языке, и не то чтобы проводить какие-то там большие встречи с соплеменниками. Но тем не менее, надо прилагать усилия для этого. Надо сохранять свое национальное лицо. Надо гордиться тем, что мы другие, и стараться друг друга в этом поддерживать. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Я надеюсь, что среди вас есть амбициозные люди. И именно к ним будет обращена вторая часть моего выступления и выступление моего коллеги Марата. В Конгрессе будут создаваться несколько структур. Будет создаваться корпус добровольцев. Ну, это вот по примеру каких-то тимуровских команд. Когда-то это очень важное направление. Сейчас это вот волонтеры, да, там они называются, которые участвуют в общегородских мероприятиях, а также активно помогают старшему поколению. Все-таки старики нуждаются в нашей заботе, в нашем внимании, а порой даже просто посидеть, поговорить и выслушать, да, там их. И на это надо обращать внимание, на это надо тратить свое время. Это очень важная социальная функция. Каким образом мы будем поддерживать тех, кто поддержит идею и войдет в корпус добровольцев? Мы будем выдавать этим людям официальные, личные книжки волонтера. В Москве есть организация «Мосволонтер» от правительства Москвы. И с гербом правительства Москвы официальный документ ГБУ через нас будет выдаваться таким ребятам. На что это влияет? Те, кто собираются поступать, это балл к поступлению. Те, кто уже учится, это возможная прибавка к стипендиям, если вы получаете стипендии. Вот. Или какие-то иные бонусы там, при сдаче экзаменов. То есть вам надо будет обязательно в деканате там, эту книжечку предъявить и показать, что вы занимаетесь общественно полезной, общественно важной функцией. Создается серьезное молодежное движение тюркских народов. И я надеюсь, что татары там станут ведущей силой, потому что это самый массовый народ из тюркских народов, который проживает в московском регионе. Об этом несколько слов скажет Марат. И уже есть у молодежного движения интересный конкурс, который он предлагает, он вам озвучит и предложит, который позволит вам реализовать себя уже сейчас как общественных деятелей на хорошем, серьезном уровне федеральных органов власти. Заострю ваше внимание на очень важном моменте. Это всероссийская перепись населения 2021 года. Почему это важно? Почему на этом делаем акцент? Почему об этом говорим? Важно, чтобы во время этой переписи каждый из вас, не стесняясь, и прямо заявил и написал, и поставил галочку в нужном месте вопросов, касающихся вашей национальности, вашего родного языка и владения вашим родным языком. На что это влияет? Перепись – это единственный инструмент, из которого государство узнает информацию о численности народов, о знаниях ими своих языков, об их культуре, об их традиции, вероисповедании. И если численность будет показана маленькой, то тогда на ближайшие 10 лет, на которые вот эта перепись, да, сейчас будет проводиться, в ближайшие 10 лет будут сокращены государственные программы по поддержке национального развития, по национальным школам, по национальным детским садам, по национальному книгоизданию. И для того, чтобы поддержать свой собственный народ, свою собственную нацию и обеспечить продолжение действий работы этих государственных программ, каждый из вас во время переписи сами это сделайте, родственникам скажите, родителям подскажите, должны правильно ответить на 4 вопроса в этом подписном листе.
Первый вопрос. Знание, владение русского языка. Ну, конечно же, да, потому что вы живете в Москве, и вам никто не поверит, что вы не используете в повседневной жизни этот язык, да? И дальше, 11, 12 и 14 вопросы. Какие иные языки вы знаете? Пишите только один свой язык. Татары – татарский, кумыки – кумыкский, азербайджанцы – азербайджанский. Хотя там можно писать через запятую, но считаться будет только тот язык, который вы указали первым. Иные языки. Татарский владею, да. Да, даже если вы знаете одно-два слова на татарском языке, все равно да. Потому что владение языком не приведет вас к тому, что вам придется сдавать там языковой экзамен. У вас никто не будет этого спрашивать. Это ваше добровольное волеизъявление. Следующий момент. Родной язык. Какой язык является родным? Тоже пишите татарский язык. И последний вопрос. Ваша национальность. Татарин, татар. Вот именно так сориентируйте всех, кого вы знаете, и кто должен, и кто примет участие в этой переписи. Почему, говорю, делаю такой акцент, кто примет, кто не примет, потому что это добровольное дело. Вы можете не принимать участие в этой переписи, можете не открывать дверь опроснику, да, который к вам придет, но тогда государство все равно получит информацию о вас, но только из официальных источников. Сведения, которые есть в ЗАГСе, сведения, которые есть в паспортном столе. А то, что касается национальности, языка и прочее, там будет написано: нет сведений о владении языком, нет определенной национальности, нет, нет, нет. То есть вы таким образом как бы останетесь без своего национального лица. Это все, что я хотел сказать сегодня. Пожалуйста, поддержите формирующуюся организацию Конгресс татар Москвы и тюркских народов. Подпишитесь на эту организацию во всех социальных сетях. На это обращают внимание все, кто будет сотрудничать, в том числе и органы власти. У нас сейчас там пока не очень густо. И я передаю слово моему коллеге Марат Хужахметов, лидер молодежного движения Конгресса татар Москвы и тюркских народов. Спасибо, Андрей. Мы уже начали вести какую-то работу с молодежным движением. Тюркская молодежь — это не только татары, но и братья наши тоже тюрки присутствуют. И самое главное, что мы относимся ко всем на равных. То есть во главе стоят не только татары, но и все тюркские национальности. Поэтому если у вас есть кто-то из перспективных, талантливых тюркских ребят, знакомых, не только татар, вы можете там направлять его ко мне. Вот. А сейчас я кратко расскажу о движении молодежном и что у нас планируется. Вот. И потом перейдем плавно в конкурс. Кто вообще из каких областей требуется ребята в добровольческий корпус именно в руководящую сферу, не только рядовые добровольцы, но и, так скажем, управленцы. Вот. И еще формируется проектный отдел, который будет заниматься проектной деятельностью. Вот об этом я расскажу, наверное, поподробнее. Я сам выходец одной из партий, не буду называть ее имя. Вот. И у всех активистов, которые взаимодействуют так или иначе, встает рано или поздно вопрос карьеры. Ну, потому что чай попили, хорошо, классно, вкусно покушали, пообщались, нетворкинг здорово. Но полно других площадок для нетворкинга. Моей вообще инициативой было делать карьерные лифты, чтобы вы могли использовать нас, площадку, как социальное продвижение. То есть, чтобы любой человек, любой студент, пришедший в организацию, смог дорасти, и организация служила для него неким трамплином в государственные органы. Например, конкурс, тот, который мы сейчас организовываем, мы ищем талантливую молодежь, которую будем выдвигать в советы при ФАИВах. Я расскажу, что это. Общественная палата Российской Федерации, всероссийская, запустила конкурс на советы при министерстве, там, при Министерстве культуры, ну и так далее. Там разные сферы деятельности. То есть, если не только вы там общественной деятельностью какой-то или политической увлечены, а если вы талантливый эколог, талантливый транспортник, или, ну и так далее, соответственно, пройдя этот конкурс, мы можем вас выдвинуть от Конгресса татар Москвы в советы, и вы уже будете иметь какой-то официальный статус и будете, соответственно, в органах государственной власти продвигать интересы татар, защищать наш язык, культуру и так далее, но в своих сферах, соответственно. Может быть, защищать там татарскую природу, если это сфера экологии, татарский транспорт, ну и так далее.
Вот, если кому-то интересно, вы можете подойти ко мне, пообщаться. Вот, если кому-то направление добровольчества или пресс-центр интересны, тоже острые темы, мы тоже пообщаемся. Или если был у кого-то опыт в общественных организациях, с вами тоже отдельно пообщаемся. Вот, и проектный офис, тоже управленцы, талантливые, тоже welcome, всегда вас ждем. Вот, спасибо всем. Подведу коротенькое резюме. При каждом министерстве есть общественный совет, который регулярно собирают во главе с министром, и они обсуждают вопросы, касающиеся развития и взаимодействия с общественностью вот этого вот министерства. Да? Сейчас Общественная палата объявила конкурс, набирают туда членов этих общественных советов. Это очень серьезный инструмент, это серьезное удостоверение, это государственный орган. Там можно решать и свои вопросы, и чужие вопросы, и какие угодно, и к вам еще будут обращаться за помощью. Туда попасть непросто. Конкурсный отбор, профессиональный там опыт, знания, но самое главное это рекомендация. Рекомендация от организации, которая уже давным-давно себя проявила, значит, зарекомендовала, имеет какое-то уважение, авторитет. Мои коллеги по Конгрессу татар Москвы, это новая организация, она еще не может от себя лично там никого рекомендовать, но я и мои коллеги имеем собственные организации, у которых большой и богатый опыт. Например, у меня Национальный фонд мира, я возглавляю эту организацию, там Дамир Османович Сележидинов, который здесь, всероссийское движение сохранения национальных ценностей и благоденствия, 28 лет организации. И так далее, и так далее. Штаб татар Москвы, кстати, тоже вот может рекомендовать. И мы сейчас каждому из вас, предлагаем, а вы уж там решайте, интересно или нет, пройти этот конкурс, наш внутренний, для того, чтобы мы могли вас рекомендовать в эти министерства в качестве членов их общественных советов. Это очень серьезный уровень. Интересные детали, заходите на сайт, смотрите, читайте. Нужны подробности, Марат здесь, он тоже ответит на ваши вопросы. Поэтому подумайте, это возможность роста, это социальный лифт, и это, наверное, даже какая-то карьера в будущем. Спасибо.